Предлагаю вашему вниманию дистанционный урок по познанию мира в 4 классе. Жамбылская область, Жамбылский район, село Шайкурык, учитель начальных классов средней школы имени Шайкурык Кучалиева Жамала Рустамовна. Тема урока – «Мои права и обязанности». Цель – делать выводы о значении Конституции в жизни общества, приводить примеры демократических прав и свобод, обязанности в качестве гражданина Республики Казахстан. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок познания мира. Чтобы узнать тему урока, давайте внимательно смотрим на слайд. Вам нужно собрать буквы в порядке возрастания и расшифровать слова. Смотрим на первый слайд, смотрим на второй. Что же у вас получилось? Получилось слова «право», «обязанности». Какую цель мы поставим на уроке? Где нам могут пригодиться эти знания в жизни? Внимательно слушаем. У ребенка право есть, кашу манную не есть, да еще просить при этом шоколадную конфету, право прыгать и шалить, на салфетку чай пролить, драться с братиком подушкой, разобрать свои игрушки, исчеркать картинки в книжке, дернуть за ухо братишку. Вот как много разных прав. Разве я, друзья, не прав? Прав герой этого стихотворения? Почему? Правильно, это не права, а желания мальчика. Желания у каждого разные, и их не обязательно выполнять, а права у всех одинаковые, и если они не исполняются, человеку очень трудно жить. Право – это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то сделать, осуществлять, иметь. Их не нужно покупать, зарабатывать. Они одинаково принадлежат всем людям. Мы все рождаемся свободными и равными по достоинству и в правах. Права человека считаются всеобщими. Давайте вспомним некоторые из них. Как вы думаете, чему будет посвящен урок? Ученики делают свои предложения, что урок будет посвящен их правам и обязанностям, государству, которое охраняет их права. А теперь внимательно смотрим на учебник на странице 118. У вас картинки. Что же мы видим? Что вы представляете себе, когда слышите слово «Конституция»? Вы граждане Казахстана. В Конституции Республики Казахстан записаны права и обязанности граждан нашей страны. С некоторыми своими правами вы уже знакомы. А кто такой гражданин? Внимательно слушаем. Он кому-то сын и внук, для кого-то близкий друг. Он мечтатель в дни весны, он военный в час войны и всегда, везде и всюду гражданин своей страны. Ребята, гражданин – это человек, который обладает правами и свободами, несет определенные обязанности в обществе. Права и обязанности граждан определяются основным законом нашей страны – Конституцией Республики Казахстан. А теперь предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик. Посмотрев этот видеоролик, ученики правильно называют права человека, приводят примеры из жизни, делают вывод о своих правах. Вы знаете, что такое Конвенция ООН о правах ребенка? Конвенция о правах ребенка – международный правовой документ, определяющий права детей во всех государствах, который был принят в 1989 году. Конвенция является первым и основным международным правовым документом обязательного характера, посвященным широкому спектру прав ребенка.
Документ состоит из 54 статей, основные из которых: право на жизнь, право на имя, право на гражданство, право на родителей, право на свободу мысли, право на образование, защита от незаконной торговли и эксплуатации детей, защита детей от втягивания в военные конфликты. А что если бы Конвенции о правах ребенка не было? Более 2 миллиардов детей лишились бы защиты и были очень уязвимы. Детей могли бы забирать из семей и лишать родителей. Они были бы втянуты в военные конфликты или незаконно эксплуатировались на тяжелых и опасных для здоровья работах. Дети лишились бы права на образование, вследствие чего всего за полвека неграмотность населения возросла бы в сотни раз, что привело бы к хаосу и развалу современного общества. Поэтому такой свод законов, как Конвенция ООН о правах ребенка, безусловно, нужен. Ведь дети – это будущее человечества, и их нужно защищать. Я имею право быть черным и белым. Я имею право быть ловким и смелым. Ты имеешь право иметь свое имя. Ты имеешь право быть просто любимым. Мы имеем право на всем белом свете. Мы имеем право. Ах, гостинцы хороши, ешьте, ешьте, малыши. Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок, все по лавкам скок-поскок. 4 сыночка и лапочка-дочка. Ну что было бы, если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда огорчились? Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Привет, малыш, чем будешь угощать? Пирогом. С чем? С 8 свечками. Ну нет, это я не ем, что такое 1 пирог и 8 свечей. Лучше так, 8 пирогов и 1 свечка. Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу, все сижу и сижу. Давай лечиться. Чем страдаем? Ротик открываем. Ребята, значит, каждый ребенок имеет право на жизнь. Каждый ребенок имеет право на медицинскую помощь. Каждый ребенок имеет право на полезное и качественное питание. Каждый ребенок имеет право на бесплатное образование. Каждый ребенок имеет право на отдых. А теперь давайте вспомним сказку «Теремок». Какие же права потерпевших нарушил медведь? Право на жилище и жизнь потерпевших. Какое право Колобка нарушила лиса? Правильно, право на жизнь. Какое право потерпевшего Буратино нарушил в сказке «Золотой ключик», лиса Алиса и кот Базилио? Право на частную собственность. Ребята, кроме прав, в Конституции записаны обязанности, которые должны выполнять граждане Казахстана. Ученики правильно называют обязанности учащихся, приводят примеры из жизни. Внимательно смотрим на слайд. Обязанности детей в Республике Казахстан. Соблюдать законы Республики Казахстан. Уважать государственные символы Республики Казахстан. Уважать других людей. Заботиться о родителях. Беречь памятники истории и культуры
сохранять природу. Обсуждает основные права, обязанности, делает вывод, что помимо прав у человека есть еще и обязанности, которые необходимо соблюдать. Знай свои права и выполняй обязанности. А теперь, ребята, в рабочих тетрадях на странице 2 вы должны будете дописать предложение. Сегодня я задумался о том, раньше я никогда не. Оказывается, что мне понравилось. Я хотел бы, я буду. Домашнее задание. Написать эссе на тему «Что я могу сделать для страны как школьник и как гражданин?». Давайте, ребята, оценим свою работу. Зеленый цвет – полное понимание. Желтый цвет – частичное понимание. Красный цвет – недопонимание.